Родители, мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на онлайн-родительском собрании, тема которого звучит так: о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в деятельность деструктивных сообществ, в политические акции и последствиях участия в подобных сообществах и мероприятиях. Максим Станиславович, включите нам, пожалуйста, программу. Прежде чем приступить к нашему семинару, обращаюсь к вам, дорогие наши участники. Если у вас возникнут вопросы, пожелания, предложения, прошу писать в чате. Не стесняйтесь своих вопросов и предложений. Нам очень важно знать ваше мнение, предложения, как предотвратить вовлечение детей в деструктивное сообщество. Итак, начинаем работать. Проблема распространения деструктивного поведения в детско-юношеской среде не утрачивает своей актуальности. Каждый раз, когда истории о трудных подростках взрывают новостную ленту, взрослые хватаются за голову и начинают искать виноватых. Нередко крайней становится школа. Куда смотрели учителя, прежде чем подросток совершил попытку самоубийства или напал на своих одноклассников? Родители, как правило, беспокоятся о безопасности ребенка в реальном мире, отслеживают, с кем дружит ребенок, общается, видно ли его из окна во время прогулки, на какие аттракционы он ходит. А когда ребенок сидит в интернете, он одет, обут, накормлен, находится дома, вроде бы в безопасности. Но что в этот момент происходит с ребенком, насколько безопасно место, где он находится, об этом думают не все. А современная система потребления информации создает огромный разрыв между реальностями, в которых живут родители и дети. До появления социальных сетей у молодежи, если появлялось какое-то опасное увлечение, навязываемое медиа, то оно, как правило, было везде, по радио, телевидению. Эту информацию получала как молодежь, так и родители. А когда что-то такое с ребенком происходило, родители хотя бы имели представление об этом явлении. А сейчас все не так. Сейчас какая-то вбрасываемая тема может быть у детей сверхпопулярна, а родители могут быть вообще не в курсе самого явления. Вспомните, как происходило со снюсами. Напомню, снюс — это измельченный увлажненный табак. Их продавали на каждом углу легально, а родители даже не знали, что это такое, просто потому что они не состояли в тех группах соцсетей, в которых состояли их дети. Получается, пока нас не коснется беда, мы ее не видим. Но когда это происходит, остро ощутимыми становятся боль и вина. Почему вина? Потому что не смогли предотвратить беду из-за незнания. Стоит еще раз вспомнить латинскую мудрость: предупрежден значит вооружен. И сегодня вас будут вооружать информацией и рекомендациями следующие эксперты в этой области. Шатков Евгений Владимирович, инспектор отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних МВД России, МВД по Республике Коми, майор полиции. Сорокин Владимир Александрович, начальник отдела организации применения административного законодательства МВД по Республике Коми. Военструк Нина Леонидовна, старший помощник прокурора города Сыктывкара. Итак, я передаю слово инспектору отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних Евгению Владимировичу Шаткову. Тема выступления — проявление деструктивного поведения среди несовершеннолетних. Пожалуйста, Евгений Владимирович. Добрый вечер, уважаемые участники. Проблема распространения деструктивного поведения в детско-юношеской среде не утрачивает своей актуальности. Основными агентами социализации детей и молодежи являются медийная информационная среда с девиантогенными посылами и стимулами. Таким образом, развлекательные, досуговые и потребительские устремления детей и молодежи, подкрепляемые медийной информационной средой, при одновременном пренебрежении к труду и образованию, формируют базис для деструктивного поведения.
день сегодня сталкиваются и педагоги, и психологи, и родители. Деструктивное поведение – это устойчивое поведение психически здоровой личности, отклоняющееся от наиболее значимых конкретно общих социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, сопровождающиеся ее социальной дезадаптацией. Деструктивные проявления в поведении детей и молодежи – совокупность поступков, которых характеризуется тем, что нарушает нормы морали и права, вызывает отторжение общества, наносит ущерб организму нарушителя, его личности, ближайшему окружению, всему обществу в целом. Основывается на желании нарушителя компенсировать свое недостаточное личностное развитие и неспособности удовлетворить собственные социальные потребности в приемлемых обществом формах. Следующий файл, пожалуйста. Деструктивное поведение может быть условно разделено на две основные категории. Деликвентное поведение и отклоняющееся поведение, не подпадающее в категорию противоправного. В свою очередь, отклоняющееся поведение, не подпадающееся в категорию противоправного, имеет разновидности. Это аддиктивное поведение, целенаправленные изменения своего психического состояния с помощью психоактивных веществ, химическая аддикция или патологии фиксации на какой-либо деятельности. Отклоняющееся поведение на базе агрессивности личности, заключающееся в предпочтении насильственных способов достижения целей и удовлетворения потребностей, вербальная агрессивность, буллинг, тирания в отношении близкого человека, суицидальное поведение, совокупность поступков, направленных мотивами и представлениями о лишении себя жизни. Между тем, оно может проявляться в форме демонстративно-шантажного. Это когда цель суицидальной попытки не уход из жизни, а привлечение внимания к своим проблемам. Аффективного – попытка убить себя в состоянии аффекта. Альтруистического – суицид, самопожертвование во имя какой-то значимой идеи во благо значимых людей. Следующее – сексуальное и репродуктивное поведение. На слайде номер 8, слайд номер 8, пожалуйста, отражено, на слайде номер 8 отражено, чем характеризуется данное поведение. Характеризуется искажением ролевой идентификации, аномальным сексуальным влечением и приверсиями, идущими вразрез социальной ожидаемой норме репродуктивного поведения. Более раннее вступление, в среднем с 16 лет, в половые отношения, приемлемое для значительной части молодежи сексуальных добрачных связей и сожительства, возрастание интереса общества ко всем видам эротики, нарастание дистанции между сексуальным поведением молодежи, установками предшествующих поколений. Опыт сексуальных отношений к 18 годам имеют 68% подростков. Однако уже в 15,5 лет запретный плод сексуальных контактов вкушают 34,4% подростков. В 16 лет 47 подростков, 75% от всех юношей, 34,4% от всех девушек. В век интернета и пропаганды сексуальности вопросы полового воспитания детей и подростков актуальны как никогда. К сожалению, немногие родители готовы открыто говорить об этом. Тем самым они обрекают ребенка на поиск ответов на улице. А это может повлечь непредсказуемые последствия, привести к травматичному опыту для ребенка и подростка, и кроме того, повышает риск сексуального насилия. Приведу один из ужаснейших примеров, доказывающий важность полового воспитания. Девочка, не знающая, что такое секс, воспринимала действия сексуального характера своего родного отца как некую игру, а она принимала это за норму поведения, и только после общения с психологом школы стало всем понятно, что это далеко не игра. Возбудили дело, отца осудили, но девочка осталась травмой на всю жизнь. Свободное общение родителей и ребенка на темы, которые многим кажутся неудобными, верный путь для создания доверительных отношений. Следующее – социально-паразитарное поведение. Представляет собой такой антиобщественный образ действий и жизни, когда человек сознательно стремится обеспечить для себя приемлемые условия существования в данном обществе за счет самого общества, основными чертами которыми являются извлечение нетрудовых доходов, уклонение от общественно полезного труда за счет манипулирования человеческими потребностями, чувствами и желаниями. Основные маркеры социального паразитизма отражены на слайде. Среди лиц, ведущих данный образ жизни, значительную часть составляют алкоголики, наркоманы, проститутки.
Признавая необходимость профилактики всех разновидностей деструктивного поведения детей и молодежи, следует обратить особое внимание на резонансные проявления, характеризующие широтой распространения, особой трагичностью или масштабным социальным ущербом. Это системная травля, унижение жертвы, так называемый буллинг, нападение на образовательные организации, так называемый шутинг, увлечение с высоким риском для жизни, участие детей и молодежи в агрессивных группах, участие в организациях экстремального анархистского толка, участие детей и молодежи в криминогенных субкультурах, АУЕ и другие. Что же такое буллинг? Буллинг в образовательной организации – агрессивное преследование, систематическая травля и уничтожение по схеме. Ученик-ученик, ученик-учитель. Встречается и учитель-ученик, и родитель-учитель. Ученик-ученик. Главный совет в этом пункте – не нужно оставлять ни одного агрессивного проявления ребенка без внимания. То есть если происходят какие-то агрессивные проявления, то обязательно нужно на это обращать внимание взрослым. Учитель-ученик. Причин подобного поведения школьных учителей не так уж мало. Самый простой и, возможно, знакомый многим пример. Умный, начитанный ребенок, любознательный, амбициозный. Ученик поправляет учителя, постоянно его дополняет. Или другой вариант. У ребенка страдает поведение, и он активный, неусидчивый и действительно мешает учителю вести уроки. И начинаются придирки к ребенку, мелкие, покрупнее, занижение результатов, успеваемость, замечания, устные, письменные, порой личная неприязнь и так далее. Но и в то же время 70% российских учителей хотя бы раз становились жертвой буллинга. Почти 8% учителей отметили, что их дразнили хотя бы раз. 2/3 учителей отметили, что ученики обзывали их и демонстрировали им презрение с помощью жестов и взглядов. Родитель-учитель также присутствует в данном направлении. Грубость родителей в отношении учителей почти такое же частое проявление в современной школе, как хамство учеников. И поэтому простой способ решить проблему – это попробовать договориться с родителями и пройти к мировой без посторонних лиц. Экстремальное увлечение детей и молодежи, сопровождающееся высоким риском для жизни, опасным своими частыми трагичными итогами. Регулярно случается травмирование и смерть из-за цеперов. Так называемые увлекаются проездом снаружи или на крыше поездов. Руферов увлекаются прогулками и демонстрируют трюки на крышах высоких зданий, сооружений и так далее. Данное деструктивное поведение воспринимается как героическое, оригинальное и обычно ориентировано на одобрение среди сверстников или значимых лиц. Агрессивные группы. Участие детей и молодежи в агрессивных околоспортивных группах, такие как фанатские группы, офники, в организациях экстремистского анархического толка, МКУ и другое, в криминогенных субкультурах, АОЕ и тому подобное, обусловлено социально-экономическими и культурно-средовыми причинами, но основывается на следующих личностных характеристиках. Это социальная психологическая незрелость и связанная с ней недостаточная сформированность нормативно-правового сознания, низкий уровень критического мышления и подверженность манипуляциям, склонность к заражению протестной активностью, позиционному взгляду на социум, повышенная агрессивность, слабый нравственно-волевой самоконтроль, иррациональность в выборе жизненной цели и средств достижения, скудный опыт одобряемой социальной деятельности. Что же такое АУЕ? Аббревиатура «Арестантский уклад един». Это криминогенная субкультура детей и молодежи, активно поддерживаемая преступным сообществом, которое ориентирует несовершеннолетних на принятие преступных ценностей, правилам взаимоотношений и распределения статусов среди преступников, изучение воровского закона, сбор так называемого общака, иерархия членов в подростково-молодежной среде схожа с тюремной, ну и тому подобное. Использование тюремной терминологии и атрибутики. Субкультура усиленно романтизируется криминальный образ жизни. Членам ОЕ в дальнейшем обещается поддержка преступного мира, особенно в местах лишения свободы. В первые движения ОЕ в России широко заговорили в 2011 году, когда в Забайкальском крае задержали напавшую на частную фирму банду из 20 человек. В августе 2020 года Верховный суд России постановил признать международное сообщество движения «Арестантское уголовное единство» экстремистской организацией. Любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны
Теперь действия тех, кто причисляет себя к движению УЕ, подпадает под статью 282.1 «Организация экстремистского сообщества» Уголовного кодекса с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей. Фактически, сторонников УЕ приравняли к адаптерам фашизма или исламистским радикалам. МКУ – это аббревиатура от маньяки, культ убийств. МКУ расшифровывается как маньяки, культ убийств. Группа появилась в 2018 году на Украине. Среди символов банды это свастика, идеология предписывает уничтожение неславян, бомжей, наркоманов. Не с давних пор группа вела через соцсети активную вербовку российских подростков. Скулшутинг, вооруженное нападение, акт реализации ненависти, выливающийся в массовую расправу над педагогами, учащимися в стенах образовательной организации. Все мы знаем пример Пермского госуниверситета, о котором, в принципе, не будем останавливаться подробно. Проводя итоги своего выступления, хочу отметить, что деструктивное поведение подростков является многофакторной проблемой, на которую влияют социальные, культурные, экономические, иногда и политические процессы, биологические и психологические особенности личности. Для ее решения требуется привлечение различных социальных институтов, учреждений образования, культуры, здравоохранения, правоохранительных органов, а также органов социальной защиты населения, центров социальной и психологической помощи семье и детям, общественных объединений и НКО. Слаженность работы всех субъектов профилактики, согласованных их действий определяет успешность выполнения задач, возложенных на данные социальные институты. Хотелось бы привести пример, что за 9 месяцев 2021 года из оперативных подразделений МВД по республикам поступило 4 информации в отношении 12 лиц, предположительно являющихся пользователями аккаунтов социальной сети ВКонтакте, состоящих в группах противоправной направленности, пропагандирующие девиантное поведение. Информация была направлена на территории органы МВД, и с данными подростками проводилась работа. Несовершеннолетние проживают в следующих территориях: Воркута, Ухта, Сосногорский, Эжинский район. Возрастная категория в основном это от 12 до 13, 14, 15, 16 лет. По половой принадлежности девочки 7 несовершеннолетних, мальчики 5. Направленность групп это суицид 6, АУЕ 4, иные группы, иная направленность это 2. Также хотелось отметить, что на территории Республики Коми за 10 месяцев было 64 попытки суицидальной направленности, 3 из которых суициды оказались оконченными. Ну и заканчивая, уважаемые родители, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что полученная вами информация, доведенная вами мной информация, она не должна ни в коем образом заинтересовать ваших детей, подростков. Соответственно, такое пожелание, узнав обо всем этом, да, придя домой, вы не кидайтесь, так сказать, в омут с головой и не пытайтесь сразу проверять компьютеры своих детей, начинать спрашивать напрямую об этом у них, дабы не вызвать еще больше интерес к данным деструктивным направлениям. Занимайте позицию наблюдателя, наблюдайте за своим ребенком. Если вы видите какие-то отклонения в его поведении, видите какие-то рисунки, которые, ну, в тетрадях рисунки, там, видите записи в компьютере или еще где-то, вы обязательно обращайте на это внимание. Видите, что ребенок общается не с теми детьми, не с тем коллективом, либо общается с какими-то взрослыми людьми, тоже обращайте на это внимание. Но ни в коем случае не разогревайте интерес вот к этим направлениям. Вы всегда можете обратиться в свое образовательное учреждение через социального педагога, через администрацию школы, и для того, чтобы связаться с инспектором по делам несовершеннолетних, который курирует образовательную организацию, и вместе сообща решить именно проблему, которая возникла у вас с вашим ребенком. В принципе, у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Уважаемые родители, я тоже повторюсь, да, мы вас
предостерегаем, то, что вы сегодня услышите про деструктивные группы в выступлениях экспертов, категорически нельзя обсуждать с детьми, а особенно нельзя задавать им вопросы из серии «А ты знаешь, что такое криппаста, аниме, слэш, Джефф-убийца» и прочее. Не надо создавать дополнительный интерес у них к этим вещам, вы сделаете только хуже, потому что разогреете интерес у детей. Поверьте, это уже не раз проверено. Уважаемые родители, в начале 2021 года в российских городах прошли протестные акции. И нашу республику эта волна тоже захлестнула. Сейчас все мы понимаем, что ставка была сделана на вовлечение максимального количества молодых людей, вплоть до детей, в протестные настроения. И была это специально организованная провокация. Из-за масштабной кампании в социальных сетях все ожидали, что на несогласованных акциях протеста будет много школьников. Разные методы были предприняты для сдерживания детей, чтобы они не выходили на улицу. Все прекрасно помните это время. Учебные заведения придумывали специальные программы занятости в эти дни, чтобы дети находились под присмотром педагогов, но некоторые из подростков все равно оказались участниками протестных акций. И можно только порадоваться тому, что они не составили костяк протестующих. Это результат усилий взрослых, родителей и педагогов в первую очередь. На территории нашей республики в ходе обеспечения общественного порядка сотрудниками полиции было установлено, что в данных мероприятиях приняли участие несовершеннолетние лица. Возрастная категория детей в основном 16-17 лет. По занятости 50/50. Это учащиеся учреждений среднего профессионального образования, ну и обучающиеся школ. Ну а сейчас в наш диалог вступает Сорокин Владимир Александрович, начальник отдела организации применения административного законодательства МВД по Республике Коми. Владимир Александрович, какова же ответственность за участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и несогласованных политических акциях? Добрый день, уважаемые участники. На сегодняшнем семинаре хотел бы до вас довести информацию по актуальным вопросам последствий участия граждан в несогласованных акциях, а также участия в них несовершеннолетних детей. Право собираться мирно, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования закреплено на статье 31 Конституции Российской Федерации. При этом данное право может быть ограничено федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Порядок организации проведения главным образом регламентируется федеральным законом от 19 июня 2004 года номер 54 ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В настоящее время законодателям обращено особое внимание на данную сферу общественной жизни, в том числе на необходимость строгого соблюдения порядка организации проведения публичных мероприятий. За нарушение действующего законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сразу остановлюсь, что по закону у нас привлечению к административной ответственности подлежит лицо, достигшее на момент совершения правонарушения возраста 16 лет. Так, за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия предусмотрена административная ответственность статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф на граждан от 10 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 20 до 200 часов, а также административный арест на срок до 30 суток. Что касается несовершеннолетних, к ним применим только административный штраф. Наиболее распространенная ответственность несовершеннолетних при проведении санкционированных публичных мероприятий, то это участие в них. Законом предусмотрены обязанности участников публичного мероприятия, такие как выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти, органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел. Соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного мероприятия, соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения. Кроме того, участники не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски.
За нарушение участникам публичного мероприятия порядка его проведения санкция статьи предусматривает штраф на граждан от 10 до 20 тысяч, обязательной работы до 40 часов. За повторное уже совершение данного административного правонарушения санкция более строгая и предусматривает штраф на граждан от 150 до 300 тысяч, обязательной работы от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток. Кроме того, совершение данного административного правонарушения более 2 раз предусмотрена уже уголовная ответственность статьей 212 прим. 1 Уголовного кодекса, санкция которой уже предусматривает штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, обязательной работы до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок, то есть до 5 лет. Возвращаясь к административной ответственности, особого внимания заслуживает вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных публичных мероприятиях. Предусмотрено также статьей 20.2, если это действие не содержит уголовно наказуемое деяние. Санкция за это предусматривает штраф на граждан в размере от 30 до 50 тысяч, обязательной работы от 20 до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Таким образом, законодатель особо подчеркивает необходимость защиты прав несовершеннолетних лиц при осуществлении форм гражданской активности. При этом не стоит забывать, что на основании Семейного кодекса родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они также несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Законодатель особо уточняет, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей и к нравственному развитию. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законном порядке. Например, статья 5.35 Кодекса административных правонарушений, предусматривающая ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Но кроме как привлечения к административной ответственности родителей, сотрудниками полиции решается вопрос также об их постановке на профилактический учет, как не исполняющие своих обязанностей сроком до 6 месяцев. В целом, несмотря на то, несет ли несовершеннолетний административную ответственность сотрудники по делам несовершеннолетних, также рассматривается вопрос о его постановке на профилактический учет до 6 месяцев с возможностью продления в случае продолжения противоправного поведения. Для сведения, по статистике, доведу статистику, за истекший период текущего года за участие в несанкционированных публичных мероприятиях на территории республики к административной ответственности привлечено 11 несовершеннолетних. Тут хочу обратить внимание родителей и законных представителей несовершеннолетних, что зачастую несовершеннолетние не знают последствий участия в несанкционированных публичных мероприятиях, не понимают, что за это предусмотрена ответственность. Поэтому наша с вами обязанность довести это до всех детей и уберечь их от участия в несогласованных публичных мероприятиях, так как последствия участия в несанкционированных публичных мероприятиях может повлиять на дальнейшую судьбу наших детей при трудоустройстве на выбранную ими работу. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Александрович. Уважаемые родители, я вам напоминаю, что вы можете уже сейчас писать свои вопросы в чате. В конце нашей встречи мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Многие родители, представители общественности заблуждаются, считая, что центром воспитания является школа. Это не так. Социологические исследования показывают, что на воспитание ребенка влияют 50% семья, 30% это средства массовой информации, школа влияет 10% и улица 10%. Воспитание и образование детей — старейшее из человеческих дел.
Зависит оно от трех переменных: взрослые, дети и отношения между ними. Домашнее воспитание – это задача с тремя неизвестными. И сейчас к нашему разговору подключается старший помощник прокурора города Сыктывкара Нина Леонидовна Бейсмитрук. Бойзмиструк, извините, пожалуйста, с выступлением на тему «Роль семьи в профилактике деструктивного поведения ребенка». Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Моя тема сегодня, как уже было озвучено, роль семьи в профилактике деструктивного поведения ребенка. На сегодняшний день это очень важная и актуальная тема, поскольку то, что происходит в современном мире, заставляет нас задуматься, да, кто же все-таки виноват и откуда, да, корни вот всех наших проблем, возникающих с детьми. Значит, эти и многие другие вопросы беспокоят современных родителей. Возможно, мы не найдем сегодня уникального рецепта, но попробуем вместе разобраться в этой проблеме. Основным фактором воспитания было и остается постоянное влияние родителей на формирование личности ребенка с момента его рождения. Если же в какой-то период жизни ребенка воспитательное воздействие на него было утрачено или ослаблено, то пожинать плоды придется в первую очередь самим родителям. И происходить это будет как в моральном, так и в правовом плане. В последнее время насилие, жестокость, агрессивность, вандализм, терроризм захлестнули нашу страну. В волну преступности все чаще оказываются втянутыми несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, дерзостью, глумлением над жертвами. В подростковой среде растет чувство агрессивности, равнодушия, неуверенности в завтрашнем дне. Насилие и преступность подростков – не абстрактные факты, а реальные судьбы конкретных мальчишек и девчонок, которые, подрастая, превращались в маленьких преступников, хладнокровно уничтожающих кошек и собак, предающих мучениям своих друзей, близких, знакомых и незнакомых людей. Поэтому в настоящее время на первый план выходят вопросы профилактической работы с несовершеннолетними. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации личности растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям. Но в первую очередь хочется остановиться на профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Что это такое? Это система мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. От родителей зависит то, как видит мир подросток, что его волнует, удивляет, заботит, трогает, побуждает сочувствие и презрение, любовь и ненависть. Контакт с родителями необходим взрослеющим детям для их полноценного развития. Во время обсуждения с детьми книг, статей, телепередач, посвященных нравственно-правовым вопросам, родителям необходимо формировать в детях чувство долга и ответственности. Что такое ответственность? Это необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки, быть ответственными за них. Такие фразы, которые сейчас употребляют несовершеннолетние, «не знал», «не думал», «не хотел», не являются оправданием и даже не являются объяснением содеянного. Правовой основой воспитания и образования несовершеннолетних детей являются соответствующие нормы Семейного кодекса. Принципиальное значение имеет закрепление положения о том, что родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своего ребенка. В частности, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам ответственности – административной, семейно-правовой, уголовной. Источник нравственной и педагогической запущенности детей необходимо искать в тех отношениях, которые сложились в семье. Атмосфера психологической напряженности, частые или затяжные конфликтные семейные ситуации действуют отрицательно на ребенка.
В таком состоянии дети легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся к разрядке внутреннего напряжения. Разногласия между родителями тесно связаны с развитием у детей склонности к нежелательному поведению. Выделяют следующие стадии отклоняющегося поведения детей. Я хотела бы на них остановиться. Самое распространенное – это неодобряемое поведение, которое включает в себя поведение эпизодически наблюдаемое у большинства детей и подростков, связанное с шалостями, озорством, непослушанием, непоседливостью, упрямством. Порицательное поведение, которое вызывает осуждение окружающих, педагогов и родителей. Сюда следует отнести случаи дрочливости, грубости, дерзости, нечестности. Девиантное поведение – это нравственно отрицательные действия и поступки, к которым следует отнести лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность, воровство и так далее, которые, эти поступки, принявшие характер систематических или привычных для ребенка. Предпреступное поведение – это поведение, несущее в себе зачатки криминального и деструктивного поведения. Это эпизодические умышленные нарушения норм, регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе, такие как хулиганство, избиение, вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и общественных правил поведения и так далее. Ну и противоправное или преступное поведение – это поведение, связанное с различными правонарушениями и преступлениями. Хотелось бы отметить, что семья – это первый коллектив в жизни ребенка. И для того, чтобы были благополучными дети, должны быть благополучными родители. Недаром говорят, ребенок учится тому, что видит у себя в доме. В период своего становления ребенок встречает и грубость, и жестокость, но только тогда их усваивает и подражает, когда в семье отсутствует взаимопонимание, поддержка, когда терпят провал попытки утвердить себя с положительной стороны и найти сочувствие, отклик у самых близких людей. Семья превращается для многих подростков в фактор, травмирующий и деформирующий их юные души. В результате поражения семей алкоголизмом и наркоманией сегодня ежегодно дети остаются без родительского попечения. Количество отцов и матерей, лишенных родительских прав, не уменьшается. Но семей, где не хотят правильно воспитывать детей, сознательно прививают им антиобщественные взгляды, буквально единицы. Гораздо чаще родители или не умеют, обычно этого не осознавая, воспитывать детей, или не могут из-за целого ряда причин, где известную роль играют и такие, как болезнь, занятость. Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где родители равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более 2/3 подростков, совершивших правонарушения, воспитывались формально в полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными условиями. Таким образом, решающим является не состав семьи, а те взаимоотношения, которые складываются между ее членами. И именно неблагополучные взаимоотношения в семье, отрицательный пример родителей, являются одной из важнейших причин появления трудных подростков. Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их личность здесь постоянно ущемляется, и агрессивность подростков возникает зачастую как своеобразная форма самозащиты. Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын или дочь пойдут в школу, а пока пусть бегает, играет, развлекается. И поэтому упускают драгоценное время. Иногда родители следуют такой логике: «Моя семья, мои дети, я воспитываю их так, как хочу и как могу». Но воспитание не может быть делом личным, так как растет будущий гражданин, член общества. Поэтому правильно воспитывают те родители, которые придерживаются позиции «воспитание не личное, а общественное дело». Супругам семья не заменит все. Им необходима любимая работа, друзья, трудовой коллектив. Ребенку семья тоже не заменит всего. Ему нужны друзья, коллектив сверстников, общение с окружающим миром.
И для этого мира, для жизни среди людей воспитывает ребенка именно семья. Существуют дефекты межличностных отношений, с которыми ребенок сталкивается в семье, и за которыми следует нравственная деформация личности ребенка. Я сейчас основные эти дефекты перечислю. Ну, самым, наверное, первым следует отметить это асоциальное поведение самих родителей. Для ребенка самый действенный образец — это его родители. Данные ряда научных исследований свидетельствуют о том, что каждый третий несовершеннолетний правонарушитель воспитывается в такой семье, где он постоянно сталкивается с резко отрицательными аспектами поведения родителей. Это систематическим пьянством, скандалами, развратом, проявлениями жестокости, совершением взрослыми преступлений. Из семей, где повседневное поведение взрослых носит антиобщественный характер, выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из других семей. Следующий дефект — это недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. В морально неблагополучной семье у детей остается неудовлетворенной одна из важнейших психологических потребностей — это потребность во внимании и любви со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако, если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на моральном развитии и поведении детей. Эмоциональная холодность родителей и их эгоизм превалирует над всем остальным в семье. Бывает, что родители, исходя из неправильных педагогических посылок, когда считают, что чем меньше они будут выражать свои чувства по отношению к своим детям, тем менее избалованными они вырастут, тем больше они будут их любить. Эти люди не понимают, что выражение чувств и баловство детей — это совершенно разные вещи. Следующий дефект — это гиперопека. В семьях, где все определяется правилами и инструкциями, также не остается места для нравственности, так как нравственность предполагает прежде всего свободу выбора. Родители так боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, по сути дела, не дают им жить. В какие бы красочные одежды не рядилась гиперопека, заботливости, желание добра и блага во спасение, она все равно остается самой распространенной ошибкой воспитания. Следствие — инфантильность, несамостоятельность, личная несостоятельность ребенка. При ослаблении контроля старших он оказывается дезориентированным в своем поведении. Примером этому могут служить случаи, когда послушные дети заботливых родителей оказываются вовлеченными в противоправные действия. Следующий дефект — это чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера. Нередко слепая родительская защита детей порождает у них уверенность в полнейшей своей безнаказанности. Следующий дефект — это чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной тон, использование принуждения и репрессивных мер, включая физическое наказание, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая детей на преступления. Родители рассуждают: это может случиться с кем-то другим, но не со мной и моим ребенком.
И последним дефектом, наверное, следует отметить бездуховность жизни семьи, стремление к обладанию различными труднодоступными потребительскими благами, жажда престижных, а порой и запретных удовольствий. Вот главнейшая внутренняя побудительная сила, которая движет сегодня действиями и поведением молодых. Факты свидетельствуют, что многие семьи как раз своим образом жизни, своей системой ценностей и порождают в детях развитие мотивации вседозволенности. В силу различных причин у детей из вполне благополучных семей появляются ростки нездорового соперничества, зависти, ну и так далее. Вот сейчас я бы хотела попросить родителей, которые нас слушают, ответить на вопросы, заданные самим себе. Сколько времени вы проводите с ребенком? Существуют ли в вашей семье традиции? С каким выражением лица вы чаще всего общаетесь со своим ребенком? А с каким выражением лица чаще всего общается с вами ваш ребенок? Каким, по вашему мнению, должно быть выражение лица вашего ребенка во время общения с вами? Представили? Стоит задуматься. Здесь следует отметить следующее. Перенося опыт общения с родителями на общение со сверстниками, ребенок будет копировать вашу модель. И как разговаривают с ним родители, с таким же выражением, как правило, будет и сам ребенок вступать в разговор со сверстниками. И как он смотрит на родителей во время разговора, так он и будет смотреть на взрослых при общении. Задумайтесь над этим. Помните, что все в наших руках. Именно от нас, родителей, в большей степени зависит, каким вырастет наш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. И самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение родителей, а не их слова и нравоучения. Какие бы поступки дети ни совершали, вы должны помнить, что это наши дети. А в заключение мне хотелось бы сказать, что в процессе формирования личности семья играет главную роль. И каким будет ребенок, во многом зависит от взаимоотношений в семье. Помните, что всегда есть выход из любой ситуации. Очень важно всегда помнить о том, что только любовь, внимание, понимание могут стать надежной опорой в профилактике правонарушений. Только в тесном контакте школы и семьи можно добиться желаемых результатов. Ну и, наверное, дам некоторые советы родителям, да? Буквально коротко, что необходимо, ну хотя бы первые, да, попытки, что необходимо сделать. Первое, конечно, это сохранять спокойствие и достоинство. Разберитесь в ситуации вместе с ребенком. Не оставляйте эту ситуацию на самотек. Сохраните доверие ребенка к себе. Узнайте как можно больше о том, что происходит с вашим ребенком. Измените свое отношение к ребенку, но не позволяйте собой манипулировать. Не исправляйте за ребенка его ошибки. Меньше говорите, а больше делайте. Приложите усилия, чтобы восстановить взаимоотношения с ребенком, если они у вас остыли. Предоставьте ребенку возможность исправить свое поведение самостоятельно. Не пускайте процесс на самотек, как я уже сказала. Восстановите доверие к ребенку. Установите разумные границы контроля. Конечно, вы не сразу успокоитесь, но не позволяйте страхам взять верх над благоразумием. Не опускайтесь до обысков, осмотров ребенка, мелочного контроля за каждым его шагом. Это не поможет. Не травмируйте его. Ну и последнее. Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему. Постарайтесь найти время для общения с подростком и совместных занятий. Вместе ходите в театры, музеи, на спортивные соревнования. Поощряйте его увлечения, интересы. Помогите ему найти дело по душе. Не оставляйте достижения детей без внимания. Спасибо большое, Нина Леонидовна.
Очень хорошие слова. Ну а сейчас в завершении, да, я хочу напомнить, очень много вопросов. Вы пишете о том, будет ли в доступе видеозапись данного собрания. Да, после завершения нашего собрания вы можете в любой момент зайти на сайт нашего института, найти раздел «Видеозал», и там сможете вновь пересмотреть наше собрание. Ну, а завершить бы я хотела наше собрание одной притчей. Жили по соседству два человека, один добрый, другой злой. Злой всегда завидовал доброму, что у него много друзей, что люди идут к нему за советом, и он решает отомстить. Поймав бабочку, злой человек подумал, а что если я у него спрошу, какая у меня в руке бабочка, мертвая или живая? Если он ответит живая, я сожму ладонь, и все увидят мертвую бабочку и отвернутся от него. А если скажет мертвая, я разожму ладонь, и бабочка улетит, и все равно все от него отвернутся. С такими намерениями он и отправился, злой человек, к доброму. Возле доброго толпились друзья. «У меня в кулаке бабочка. Какая она?» — спросил злой человек, ухмыляясь. А добрый ответил: «Все в твоих руках. Помните, все в наших руках. Именно от нас, от родителей, в большей степени зависит, каким вырастет наш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. И самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение родителей, а не их слова и нравоучения. Какие бы поступки дети не совершали, это наши дети». В книге Михаила Львовского «В моей смерти прошу винить Клаву К» описывается, что подросток страдает от неразделенной любви, мечется, переживает, он спрашивает у отца совета. Папа отвечает: страдать, переживать, приобретать мудрость, душевную стойкость. Очень правильный совет. Но главное, чтобы рядом оказался такой умный папа или любой взрослый человек, и подросток захотел с ним поделиться своими переживаниями. Это важно. Что всегда есть выход из любой ситуации. Очень важно всегда помнить о том, что любовь, внимание, понимание могут стать надежной опорой в профилактике правонарушений. Только в тесном контакте школы и семьи можно добиться желаемых результатов. Чаще всего нужно время для того, чтобы понять, как правильно и корректно организовать помощь ребенку. Нужна информация о том, где ее можно получить. Вот включите, пожалуйста, Максим Станиславович, мою еще презентацию, где-то 3-й слайд. Вот посмотрите, если нужна помощь, можно обратиться к психологам за консультацией в службу скорой социальной помощи Республики Коми. Здесь представлены номера. И есть номер детского телефона доверия с единым общероссийским номером. Обращения принимаются анонимно и круглосуточно. Это вот перед данной презентацией. Она будет в доступе, поэтому вы сможете ее скачать и посмотреть. А также вот следующий слайд. Это консультационный центр нашего института. Здесь вы тоже можете обратиться за помощью к нашим психологам. Уважаемые коллеги, уважаемые родители, уважаемые эксперты, мы благодарим вас за участие в нашем родительском собрании. Очень благодарим родителей, вас сегодня очень много, практически все муниципальные образования. Спасибо, что вы нашли время и подключились к нашему собранию. И я хочу, чтобы вы помнили, что безопасность и благополучие ваших детей в ваших руках. Надеемся, что наша встреча поможет обеспечить безопасность вашему ребенку. Желаем вам всем терпения, взаимоуважения, взаимопонимания. До новых встреч, берегите себя и своих близких.